Вениамин Борисович, добро пожаловать в Абхазию. Мы счастливы принимать у себя такого большого артиста, как вы. Мы знаем, что вы здесь не впервые, вы уже были здесь однажды с гастролями театра на Таганке. Вот хотелось бы узнать, как вы помните то время. Мне кажется, было бы интересно еще узнать, с чем тогда выступал театр. Прежде чем вернуться к Таганке, я скажу, что и я, и моя любимая жена, и друг, и мы такая корпорация искусства, Галаша моя, Галя Аксенова, искусствовед, и киновед, и преподаватель кино и театра. А мы, сразу сражены многими радостями и печалями, которые обнаружили здесь с первых просто километров. Красота, понятно. Горы, которые не позволили себя разрушать каким-нибудь бесовским образом, это прекрасно. Эвкалипты, которые в 3 раза шире, чем австралийские, это красота. Море. За все спасибо. И действительно, когда я получил приглашение к вам, то я отвечал, потрясающему человеку абхазской и, наверное, гораздо шире, но все-таки абхазской культуры. Она директор филармонии, ЭСМА. Художественный руководитель. Да, я отвечал на ее приглашение тем, что вот исполнилось ровно 50 лет. Теперь 51 год, как мы поездом доехали до Сухума, и Сухум и Гагра были 2 точками наших обстрелов счастливых зрителей. И мы были счастливые зрители. Что может быть лучше для театра? Это взаимная радость. Но начать я хотел все-таки с того, что ко всем вам известным следам беды и ужаса, и следам вечной красоты, и к тому, что мы видим очень красивых, здоровых, нормальных, прекрасных людей, которые умеют идти дальше к нормальной, цивилизованной радости, хорошей страны, Абхазии. Люди, с которыми мы общались, чудесные, и идеи чудесные. Например, идея охвата, как это говорится, осмысленных граждан культурой слова. Да, действительно, у меня там было какое-то интервью, где я произнес «человек слова». Есть такое выражение, а это в данном случае и есть некоторое заклятие словом. Как однажды выразился Мандельштам, если искалечат русское слово, то перестанет существовать Россия. То есть страна держится на языке. И я думаю, что интерес к слову, пусть кроме родного это будет слово двоюродное, слово России, которое всегда было близко гражданам Абхазии, но все равно все, что связано со словом, на школьной скамье, в детском садике, в доме, на улице мы прислушиваемся, и абхазская речь, и русская речь. Это здоровое, нормальное, по-моему, существование по личному желанию. Никто вас не заставляет, правда, учить родной язык, и учить русский язык, и учить английский язык, французский и так далее. Но вот эта идея филармонии – это не новость, потому что последние годы Арифа нас охватывает и изумление, и радость от того, что русский язык в России занимал очень-очень узенькое место внимания
и государства, и всяких учреждений, которые могли бы позаботиться, и телевидение. Только одна была отдушина – канал «Культура», «Россия. Культура». На канале «Культура» выходило уже вот последние, наверное, 8 лет, 8 фильмов. «Я пришел к вам со стихами», сольная моя программа, она есть в интернете. «Золотой век Таганки», тоже 8 фильмов, где я и рассказываю, и показываю все связанное с театром Юрия Любимого, которому в 2017 году мы будем отмечать столетие. И филармония Московская начала после канала «Культура» вот такие акции такого предельного внимания к культуре речи и к традициям русской поэзии. Еще лет 10 назад было бы ползала в главном нашем зале, который вы знаете, концертный зал Чайковского на Триумфальной площади, площади Маяковского. Сегодня это уже раз за разом, каждый год абонемент чтецов – это 2000 людей, полный зал. Это я говорю из первых рук, то есть я сам это вижу, и 19 ноября будет мой большой концерт в зале Чайковского. Я пришел к вам со стихами. Ну вот, отвечая на ваши вопросы, Арифа, я скажу, что мы удивлены с моей Галей и в восторге от тех планов, которые имеет Сухумская филармония. Это, правда, чудесно, что посреди всего множества проблем, которые есть у ваших властей, вот уделено такое важное внимание в этом красивом зале. И уже были, и еще будут, а сегодня это мой вечер. Это наше объяснение в любви. Вот так. Я буду объясняться в любви к людям замечательного города, замечательной страны и к нашей истории и культуры. Я хотела бы отметить также, что это большая радость и для нас, что есть такие вечера, и что вы сегодня здесь. И хотела бы еще спросить вас, что именно, какие стихи вы привезли, каких поэтов, какую поэзию вы привезли в Сухум, в Абхазию. И из всех ваших интервью и телевизионных передач, которые, конечно, я смотрела, готовясь к этому интервью, стало абсолютно очевидно, что и литература, и поэзия играют в вашей жизни и творчестве большую роль. Вообще, с чего это все началось, Вениамин Борисович? Рождение. Я был правильно рожден, правильной мамой, правильным папой. Ну, я много раз уже там исповедовался на тему «Я дитя войны», той войны, Второй мировой войны. И отец вернулся с войны из Берлина, из Праги в конце 1945 года. И на всю жизнь я услышал главное, что им владело в эти невероятные, страшные, предсмертные, но оказалось победные все-таки в результате годы, и это стихи. Вот. И даже уходя из жизни, мой отец очень пожилым, 98-летним, очень качественным, можно сказать, знаменитым профессором экономики, эконометрики, читал наизусть Плещеева, Мятлева, имена, которые вообще ваше поколение даже и не помнит, и Пушкина, и Лермонтова, своих любимых поэтов. Да, это спасительно. Поэзия – это и утешение, это и развитие главного, что человек отличает от животных, развитие второй сигнальной системы. Люди, которые лишены интереса к литературе, к поэзии, к родному слову, скорее всего, это люди, которые предпочитают животную жизнь, нормальную,
спать, есть, пить, там, воспроизводить потомство и так далее. Вот. Но человек – это, слава Богу, еще и сердце, и ум, и вкус, и стиль, и юмор, и память. Вот это то, что, наверное, является подспудным предметом моей встречи сегодня, как и это бывает у меня в других местах, со зрителем. Я буду зависеть от того, как дышит зал. Я буду как будто бы посылать какие-то токи, не знаю, воздушные пути, или просто объясняться в любви к поэзии, и потому, какое встречное дыхание, у меня, как правило, что-то меняется в моей программе. Но она будет выписана в моем листочке, я буду заглядывать, что зачем, и что-то менять, и дальше идти на поводу зрителя. И лирика, и юмор, классика, и сегодняшний день, вплоть до последних кумиров всех людей, которые слышат и говорят по-русски во всем мире. Это Высоцкий, Бродский. Вот. Ну и, конечно, моя надежда, как это почти во всякой аудитории случается, когда в конце я начинаю оправдывать мою фамилию. И мы вместе начинаем, как сейчас операторы прекрасные, стоят у камеры и улыбаются. Это такая у меня фамилия, и это такое мое право продолжать 1 апреля навсегда. О вас часто пишут, что вы признанный мастер чтения, и вы читали уже очень многих классиков. Вы и меня не убеждаете, Ариф. Но это то, что о вас пишет пресса. Ну, спасибо. И просто я хотела бы знать, вы прочитали многих классиков, и не только классиков русской литературы. А случалось ли вам читать произведения Фазиля Абдуловича Искандера, потому что его имя имеет большое значение в нашей культуре, истории? Я думаю, что мой старший друг Фазиль Искандер был бы очень рад вашему вопросу. А его сестра Шазина Агрба и Тонечка, вдова, не могу так сказать, жена Фазиля, были моими гостями в Третьяковской галерее, когда я читал 2 новеллы Искандера, и «Форель», и «Начало». Ну и довольно много, полный зал экспозиции в Третьяковской галерее на Крымском валу. И там, при содействии замечательного литературоведа и знатока литературы и российской, и советской, и нового времени, Наталья Иванова, она предваряет чтение рассказом в данном случае, Искандера. До этого был рассказ о Шаламове, до этого был рассказ о Пельняке. То есть народ все больше и больше причащается культуре. Это очень интересно. Фазиль Искандер не только любимый писатель, но он, должен вам сказать, и один из самых любимых поэтов. И я сильно подозреваю, что мы с вами еще встретимся в этом городе в июне месяце, когда, спасибо вашему руководству страны и города, когда состоится очень важная конференция. И надеюсь, что мне посчастливится читать здесь стихи Фазиля Искандера. Вы, наверное, на международном фестивале имени Фазиля. Международный фестиваль. Я знаю, что нынче Русдрама названа именем Искандера, с чем я и поздравляю моих прекрасных коллег. Переходя немножко к другой теме,
Хотелось бы, чтобы вы вспомнили о том, о времени, когда вы пришли в театр на Таганке. Я знаю, что это случилось до Юрия Любимого, до его прихода в этот театр, но, наверное, все самое лучшее в этом театре случилось как раз с приходом этого известного человека и режиссера. И просто хотелось бы узнать, что значит в вашей жизни этот театр, и просто объяснение вот для нас, молодежи, которая не так уж и в теме этого вопроса, почему он такой легендарный, вот театр на Таганке? Все-таки, Арифа, я очень уважаю молодежь. Виновата в этом и моя собственная жизнь, и мои внуки, особенно старший, сильно продвинутый и уже 30-летний, через несколько дней, 13 апреля, Леня Смехов, меня продвинули и молодые актеры разных театров. И я просто ошеломленно восхищен тем, как в ту пору, когда пожилые люди моего или даже чуть помоложе поколения говорят, ну, так как вы, как ваше поколение работали, так как играли в кино и в театре в 60-е, 70-е, и какой был театр. Нет, сейчас все, это все какая-то мелочь сушеная, все чепуха какая-то. Это вранье. На самом деле, ну, во-первых, вы знаете, эти кульбиты в жизни, это как колесо фортуны, колесо истории, все возвращается на круги своя. И сегодня возвратилась эта сумасшедшая любовь к театру во многих залах и Москвы, и страны. Новость для России, что Москва перестала быть единственным местом, куда стремятся все в театр и в концертный зал. Слава Богу. И во многом благодаря «Золотой маске», это фестиваль, который придуман Эдуардом Баюковым, чудесным просто Дягилевым нашего времени. В отношении искусства он просто новатор, и он затеял и «Золотую маску», таким образом Москву понизив в звании главного города в театре, а сделав все равным для обозрения и любопытства театралов. И мы были с Аксеновой, моей женой, мы были членами Совета 4 года в Перми, который грозился стать 3-м культурным городом страны, вы знаете. Да. Но 3-м городом очень многие могут называться. Хорошо, что теперь эти 3-е города сами себя называют первыми. У нас в Самаре, между прочим, такой музей, такая филармония, ой-ой-ой. А у нас в Саратове, а у нас в Перми. Между прочим, у нас в Вологде тоже не хуже, чем у вас в Брянске и так далее. Это все новости. И это все русское слово, между прочим. Так или иначе, это работа театров, которые работают с новой драмой и, конечно, с классикой. Так вот, театр на Таганке родился в ту пору, когда, что бы мы ни делали, но театралы, наверное, большая часть взрослых театралов, которые помнила шедевры предыдущего времени, конечно, так же говорили, так же занудно сокрушались. Ой, Боже мой, что это какой-то Мейерхольд для бедных, говорили о Любимове. Мы это все, просто нет уже их, просто в кино нельзя воспроизвести, и кино такого не было. А если в кино снять, так это уже не театр, это уже кино, это другое искусство. Значит, все, как говорил Юрий Любимов, театру свойственно уходить в легенды. Он не может переходить в телевизионное воспроизведение. У меня был большой роман с телевидением даже в те странные годы, в 70-е. Я раз в год ставил там телевизионные спектакли по поэзии. И некое высокое лицо, влюбленное, этот человек влюблен в Маяковского, то есть разделял мой вкус. Любимов
отказал телевидению в съемке, потому что Любимов человек высочайшей театральной культуры был, к сожалению. Но поскольку он гениальный творец одного из лучших театров, как сейчас выясняется, XX века в России, в мире, Юрий Петрович Любимов не мог позволить переносить то, что вызывает такую нервно-счастливую реакцию в зале, показывать эти спектакли на телевидении, потому что телевизор – это мой собеседник. Я пью чай и смотрю. Представляете, в зале сидели бы в театре, пили чай, все это отвлеклись, и все. И кроме того, в театре герой один человек, актер. Никакой режиссер не может так спрятаться за актера, чтобы быть главнее его. Актер несет все бремя хорошего режиссера, плохого режиссера, гениальных родителей, хорошего воспитания, школы и так далее. Актер – это театр. А кино, боже мой, кино – это мультяшка, кино – это док, кино – это телевизионный собеседник, кино, и, наконец, неореализм итальянский, когда снимали только не актеров. Ну, за исключением 2-3. И оказывается, люди на улице, кстати, сегодня люди так научились быть свободными с камерой, я думаю, что наши уважаемые операторы подтвердят. Вы знаете, что там лет 20 назад у нас в Капустниках так было, когда оператор, диктор свободный. Сегодня у нас в гостях трижды международный артист РСФСР, товарищ там Семен Пупкин. Семен Николаевич, как вам удалось стать любимцем публики, Семен Николаевич? Когда я родился, я очень хотел быть шофером. Потом я перестроился и решил стать монтером. А потом только шахтером и уже в результате актером. Я правильно говорю? То есть зажаты были люди даже профессиональные, даже актеры. Сегодня почему-то все разжались. Мой друг и замечательный маэстро Александр Ширвинд, когда мы выступали вот так в Ереване перед студенчеством, сказал, что раньше в театральных школах наших, ну, представляете, опытный педагог, который уже лет 60 преподает, говорит, раньше из 4 лет театрального актерского образования, актерского воспитания, 3 года тратились на то, чтобы актеры освободились, чтобы они могли быть сами собой. Сейчас их 3 года надо наоборот как-то ужать, да, сделать более сосредоточенными и перестать быть такими свободными. Это парадоксы сегодняшнего дня. Театр на Таганке родился тогда, когда отыграли уже свою эпоху театры Старого МХАТа, например. А омхачивание было повсеместным в сталинские времена, как все, ну, как так сказать, коллективизация обезличивала личность. Это были, так сказать, колхозы во всех отношениях. Полунищие, там все, но трудовой подъем, коллектив и так далее. И театры были коллективами, огромные массовки, большие деньги шли от государства в театры. А на сцене орудовали, значит, доярки, трехзначные героини, председатели колхозов, которые согрешили случайно с колхозницей, и от этого партийное собрание, и он перестраивается и разлюбляет эту колхозницу. И, в общем, вот эти такие очень серьезные, соцреализм бушевал. Но при этом были очень хорошие театры, и замечательные актеры, и фильмы, и спектакли, да. Но «Современник» в 1956-м и «Таганка» в 1964-м – это были прорывы
туда, где опять спустя полвека хлынул народ нового призыва. Студенты, молодежь, которым всегда нужна правда. Правда сегодняшняя, а не позавчерашняя. И вот так сегодня на сцене Старой Таганки, я там не работаю, я могу говорить только со стороны, что это уже театр, который был. Золотой век Таганки. Поэтому мне очень обидно за актеров, которые есть, молодые, любимовцы. И, может быть, исходя из этого, я согласился на предложение великого поэта и моего друга Золотухина, теперь уже обоих нет на свете, Золотухина и Евгения Александровича Евтушенко, и сделал спектакль по поэзии Евтушенко «Нет лет», который очень хорошо идет и в Москве, и в России, и на Урале, и в Сеуле, и в Париже, и в Минске, и так далее. И там работают любимовские ребята. Это большая сцена Таганки. Но общая ситуация все равно это новое время. И новое время, отвечаю на ваш вопрос, Арифа, это театр Гоголь-центр, это театр Карбаускиса, то есть театр Маяковского. Это ученик Фоменко. Лучший для меня, как был, так и остается, театр «Мастерская» Петра Фоменко. И театр еще одного его ученика Сергея Женовача, СТИ, студия театрального искусства. И новые театры. Дмитрий Брусникин. Только позавчера это был курс школы-студии МХАТ. Сегодня это уже очень хороший новый театр. Виктор Рыжаков. Его курс стал театром. И Кирилл Серебренников – это новый лидер театрального искусства в России. Как бы на него ни ополчались критики, псевдокритики, ругатели, какие-то еще, Любимов за 2 года до смерти, когда я попросил его благословить мой спектакль, а Любимов уже оставил Таганку и закрыл дверь навсегда за той самой Таганкой, Любимов по телефону мне сказал, что Серебренников это наш с тобой театр. Кирилл, бедный Кирилл. Я говорю, почему бедный? Говорю, потому что ты помнишь, что со мной делали в те годы? С любимого, как он сам говорил, выкручивали руки. Но когда человек так одарен и так любит зрителя, а не начальников отделов культуры, понимаете? Тогда появляется что-то новое. А новое – это хорошо забытое старое, и это отклик на сегодняшние ритмы. Это уже сегодня зритель, который сидит в зале и большими пальцами, налаживает свое образование. Вы так много говорите о других, но все-таки хочется немного вернуться к вам, к вашим королям. Да. Честно скажу, я не великий актер. Я не питаю к себе никакого особого уважения. Я только удивляюсь тому, что моя скромная персона, оказывает какое-то влияние на хороших людей молодого поколения. Галя моя преподает в школе-студии МХАТ и до прошлого года преподавала актерам. И это ее очень интересные сейчас уже доклады и лекции об этом поколении школы-студии МХАТ. Видите, как сразу 3 театра вышли из этой замечательной школы Олега Табакова и Анатолия Смелянского. На этом фоне моя жизнь сегодня, конечно, удивляет меня. И то, что я вам уже говорил, моя любовь к поэзии, то, что у меня хорошая школа любви не просто к поэтам, а к их предпочтениям культурного чтения.
Для поэта самое главное – это строчка, это рифма, это цезура, это пауза. То есть законы совсем другие. Очень многие артисты, даже любимейшие мои актеры, ужасно читают стихи, потому что они их читают по системе Станиславского. А там совсем другая. А там вот эти вот странные люди, которые вот так стихи читают. Даже гениальный Фазиль Искандер, который прозу читал легко и просто. Но когда он читал свои стихи, он читал как поэт. А вот Бродский не утверждал, что монотонность нужна, и разве так он мечтал? О монотоне говорила Анна Ахматова, и это было очень непростое завещание. Она говорила, что стихи спасает монотон. Да. То есть это я услышал от большого, очень гениального или большого, великого, не знаю, поэта-фронтовика Александра Межерова, когда он процитировал Анну Андреевну Ахматову, которая очень не любила актерское чтение, и монотоном она называла именно эту строгость. Стихи сами дойдут до вас. Там внутри музыка, там внутри смыслы, которые обращены вот в этот упругий режим строчек. А если вы будете говорить: «Мой дядя самых честных», правда, когда не в шутку занемог, он все, вы уже развалился стих, и вы ушли к дяде, куда он вас направил. В общем, это премудрость, которой, надо как-то владеть. Да, вот так, скажем, повезло и мне, и моим товарищам на Таганке. Замечательно читает Алла Демидова и на телевидении, и на своих концертах, и в зале Чайковского, и у Кирилла Серебренникова. Вот видите ли, я сегодня могу даже загордиться не только от ваших прекрасных слов в мой адрес, но и от того, чему я свидетель. Меня приглашают играть спектакль потрясающие молодые ученики Серебренникова. И не только. Он взял еще некоторых, которые владеют всем. Они психологического акта, драматические актеры. Они виртуозы, акробаты циркового искусства. Они певцы настоящей консерваторской выучки. Это одни и те же люди. Понимаете, там Маша Апельянц закончила курс, она как Поезжаева. Маша Апельянц, там Саша Ревенко, Маша Селезнева. Я называю 3 гениальные девочки в театре «Гоголь-центр». И в кино они уже очень-очень всем нравятся. Это уже звезды. Риналь Мухаметов, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев. Спокойно называю слово «гениальный». Вот как я могу сказать о Евгении Миронове, о Владимире Машкове, о Маковецком, о моих младших товарищах, на которых я любуюсь, как любовался на старших. Вот так я сегодня говорю об этих совсем молодых людях. И это все в этом театре «Гоголь-центр», куда Кирилл Серебренников приглашает своих коллег. Любимов так не мог. Ни один диктатор-режиссер не обладает таким гостеприимством. А у Серебренникова работают еще другие режиссеры. Один из них Максим Диденко, один из самых резких, как это сказать, можно сказать, уже очень модных среди молодежи. Но он не думает о моде. Он занят пластическим искусством, театром движения, сценического движения и смыслов. И поэтому он обратился ко мне с просьбой помочь в спектакле о Пастернаке и при этом заодно и сыграть одну из ролей, там 3 Пастернака. Молодой, среднего возраста и, скажем так, навсегда Пастернак. То есть впереди у вас блестящая премьера. Мы уже 2-й год играем этот спектакль, он называется «Сестра моя жизнь», так как называлась книга Пастернака.
Да, и вот 23 числа будет спектакль. Приезжайте, смотрите. Это очень интересно, наверное, для театральных людей Абхазии, которые смотрят телевизор, что Серебренников задумал звездочку. 5 звездочек – это не только коньяк и не только отель, но 5, звездочка – это еще и символ того времени, которое было и репрессивным, и просто человеческим и для меня в том числе, потому что я родился еще до войны, в 1940 году. Значит, это мое время. И вот очень красиво сделанная огромная звезда, горизонтально, блестящим художником Галиной Солодовниковой, на которой по-разному живут разные декорации 5 спектаклей в театре Серебренникова. 5 режиссеров, 5 имен. Пастернак, Маяковский, Михаил Кузьмин, Ахматова, Мандельштам. У меня есть только один вопрос, который мне зрители не простят, если я его не задам вам. Да, я владел шпагой в одном из скромных кинофильмов под названием «Три мушкетера и один боярский». Так я называю этот фильм, и мне было радостно в самолете, которым я летел к вам. Ко мне подошли из ближайших кресел люди: можно с вами сфотографироваться? Я говорю: откуда вы меня знаете? Он говорит: я с детства там, обманывают, конечно, что вы мой любимый актер. Нет, это правда. Нет, это неправда. Потому что мне мои друзья, и покойный Старыгин, и мои друзья Миша и Валя, Портос и Д'Артаньян говорят то же самое. Обязательно подходит человек, который узнает: ой, вот вы снимались в этом кино, вы самый любимый мой актер. Сразу люди наглеют, когда видят знакомого актера. Вот так и я говорил, что мой любимый актер там Владимир Этуш, а потом, правда, он мой учитель. Но я не знаю кого. Обожал Куравлева. Я мог сказать, уже я могу сказать ты, мы с ним знакомы, да? Но есть актеры, которым ты говоришь любимый, и веришь в эту секунду, что он самый. Нет, это неправда, и не надо, самого не надо. У нас самых много, согласитесь. Сказать, кто ваш самый любимый поэт, нельзя. Их много, самых любимых. Может, не самый, но точно любимый. Короче говоря, вы меня любите? Да. Умница. Сама красивая еще любит какого-то там Атоса. Он же был, что напомнить вам, любимую женщину задушил, лишил жизни. А в жизни моей Маргарита Терехова и подруга, и самая красивая, и самая прекрасная актриса, и друг мой, Рита. Но мне пришлось ее задушить. Я поверил, что я Атос в тот момент, а потом извинился. Она простила. Спасибо вам огромное от имени Абхазской государственной телерадиокомпании. И мы желаем вам, чтобы этот вечер в Сухуми, который вам только предстоит, оставил для вас самые прекрасные впечатления, теплые впечатления. И мы очень надеемся увидеть вас здесь снова. Спасибо большое вам. И очень жду зрителя на спектакле в этом зале. Спасибо.